Таджикский народ оказывается обреченным и нищенское существование, в то время как иностранцы поглощают национальное достояние. Между Китаем и Таджикистаном вновь чуть не разгорелся крупный скандал. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие претензии китайских газет на исконно таджикские земли не нравятся аналитикам. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Сотрудничество Таджикистана и Китая в последние годы приобретает все более стремительный характер. И если его политическая и военная составляющие невелики, то экономический аспект растет как на дрожжах. Информационные вбросы в китайских СМИ о прежней принадлежности стран Центральной Азии к победоносной империи вовсе не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Официальный Пекин всегда дистанцируется от подобных заявлений, но эффект от них тщательно анализируется. Это обычная практика в мировой политике: сначала устроить провокационный слив какой-то скандальной информации посредством желтой прессы, а потом отслеживать реакцию властей и общества страны, против которой эта информация направлена, говорит ветеран органов безопасности Рустам Хайдаров. По его словам, вектор реакции может помочь аналитикам составить спектр общественного мнения, преобладающий в данной стране, чтобы в дальнейшем корректировать курс на формирование более позитивной позиции к расширению иностранного присутствия. Например, в прошлом году агентство волны связи Китая разместило статью «Чем отличаются китайские таджики от таджиков Таджикистана?». Автор проводит в ней аналогии между укладом жизни населения Гбао и Ташкурган таджикского автономного уезда. Кроме всего прочего, в тексте статьи содержится фраза: «Именно поэтому горные таджики всегда борются за независимость своего племени». А это уже намек на необходимость сопротивления центральной власти позиции, которой в Гбао традиционно ослаблены, предупреждает Хайдаров. Как вы считаете, не есть ли такие провокационные вбросы первыми шагами к оккупационной политике Китая? Ведь об этом сейчас все говорят. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Но самым действенным инструментом постепенного проникновения в соседние страны является экономическая экспансия в виде кредитов и грантов. Китай охотно предоставляет дешевые кредиты развивающимся государствам, особенно соседним, причем старается выдавать их не в виде денег, а оборудованием или технологиями, обеспечивая тем самым работой собственных предприятий и граждан. В качестве возмещения требует месторождения драгоценных и редкоземельных металлов, не откажется и от территориальных уступок. Напомним, что в настоящее время более 50% месторождений золота в Таджикистане переданы для освоения китайским компаниям, объясняет экономист Тимур Файзулин. Ученые характеризуют значимость Китая как крупного кредитора, инвестора и поставщика инфраструктурных услуг для стран Центральной Азии, в особенности для Кыргызстана и Таджикистана. Для стран со слабой экономикой такая зависимость может стать очень опасной, считают эксперты. На сегодняшний день правительство, КНР и Эксимбанк являются главными кредиторами Таджикистана. Общий долг республики перед ними превысил 1,1 миллиард долларов. Всего внешний долг республики составляет 3,7 миллиарда долларов. Чем Душанбе станет расплачиваться с Пекином золотыми рудниками, редкоземельными металлами или опять территорией, знают только в правительстве. Ясно только одно: платить придется по счетам очень скоро. И сейчас власти Таджикистана обращаются к своим кредиторам, чтобы они увеличили суммы, которые дают государству. Ведь, видите ли, сейчас они не могут за те средства, которые у них есть, восстановить экономику, тем самым влезая все больше и больше долги. Мы не хотим вас запугать или вызвать межнациональную рознь. Нет, просто хотим обсудить с вами то, чем сейчас живет интернет в пространстве Таджикистана. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Вместе с вами их обсудим. Результатом этой политики является то, что таджикский народ, который владеет огромными богатствами, оказывается обреченным на постоянную трудовую миграцию. А у нас на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!